Настоятельно рекомендую подписаться вам на телеграм-канал Дзюдо Арт, где вы можете в режиме реального времени посмотреть и обсудить все главные события в мире дзюдо, а также просто пообщаться между собой и быть в курсе всех новостей, связанных с миром дзюдо. Очень много комментариев, мне всегда писали про этого дзюдоиста, Тимур Рахимов чемпион, и вот сегодня он по-настоящему чемпион, ведь сегодня он выиграл первое в своей жизни золото с турниров серии GF и принес первое золото Таджикистану на турнирах именно Grand Slam. До этого побеждал Стаперенко Воронцов на турнире Гран-при, а именно на турнире Grand Slam это первое золото Таджикистана, поэтому, наверное, вдвойне приятно Рахимову и фанатам Таджикистана, которые, уж очень сильно любят Рахимова и очень сильно в него верят. Это можно заметить во всех комментариях, потому что где бы он ни участвовал, везде его делают чемпионом, это разносят наверх. Но сегодня он чемпион. И сейчас мы посмотрим на его выступление на турнире Баку-Тема Баку, где он стал чемпионом в своей категории свыше 100 килограмм. На ваших экранах второй раунд против дзюдиста из Израиля Серафима Компанийца, который он выиграл с помощью удержания. И Тимур Рахимов отправляется в четвертьфинал сразу же со второго раунда. Для Таджикистана это, кстати, довольно неплохой турнир. Одно золото и одно серебро. Довольно-таки достаточно давно таких хороших и высоких результатов у этой сборной не было. В четвертьфинале Рахимов боролся против большие ставки он не делал, это молодого тренера. После длительного перерыва тяжело продвигаться Саба в этот процесс, но я думаю, в скором времени мы увидим от него громкие победы. Это все впереди. Эту встречу, вы понимаете, Рахимов тоже выиграл. Вот здесь хорошо поработал ногами, здесь Мадари бросил на силу. И на оценке Мадари Рахимову хватило, чтобы выиграть данную встречу и отправиться в полуфинал. В полуфинале Тимур Рахимов боролся против Марти Памулайнена из Финляндии. И я думаю, что вы согласитесь, если я скажу, что именно эта встреча была самая тяжелая для Тимура Рахимова, именно полуфинал, потому что, в принципе, что до этой схватки было и следующая, Рахимов выглядел очень уверенно, легко, даже в финале. Но вот Памулайнен такой маленький дзюдоист в этом весе, который приносит много неприятностей многим соперникам. В этой схватке он выходил на свою длинную спину несколько раз. Рахимов в этой встрече не упал ни разу, не дал себя бросить, довольно хорошо контролировал захват. Видимо, Памулайнен снова заходил на свою спину, держа отворот. Буквально подсечкой бросает японцев в финал и обеспечивает себе сборную Таджикистана еще одну медаль 100%. И такая медаль, конечно же, решалось все дело в финале. И в финале Тимур Рахимов боролся против Алишера Юсупова из Узбекистана. И, кстати говоря, Узбекистан сегодня заработал серебро в финале. Юсупов принес и бронзу Ахрух Бахтиеров, тоже свыше 100 килограммов. Поборолись немного за пояса. Оппоненты проявили красоту национальной борьбы. И вот здесь в этом эпизоде заходит на оучигари Тимур Рахимов, зарабатывает япон и приносит первое долгожданное золото турниров Grand Slam. И становится чемпионом Grand Slam Баку 2022. Я его с этим поздравляю и поздравляю тех, кто за него болел. Хорошая борьба от Тимура.